Всем здравствуйте. Организаторам большое спасибо за возможность встретиться, обсудить проблемы. Очень хотелось бы, конечно, разделить воодушевление предыдущих докладчиков и оптимизм, и надежды на счастливое развитие возобновляемых в России. Но опыт нашей работы последних, по крайней мере, года-полутора не позволяет вообще-то удариться в радость. И я выступлю здесь в роли Кассандры. Если вы помните, год назад я выступал с критикой оптового рынка, да? Постановление про оптовый рынок. Значит, не удалось остановить плохие тенденции, которые принесло с собой это постановление. И сегодня я буду говорить, может быть, удастся это сделать для постановления, о котором уже говорили сегодня представители Минэнерго, относительно розничного рынка. Вообще-то мы Атмограф – это организация, которая занимается ветропотенциалами, физикой атмосферы, и 100 лет бы не заниматься законотворчеством, но не от хорошей, видимо, жизни. Мы активно участвуем и в процессах законотворчества, начиная так примерно с 90-го года прошлого столетия до сих пор. Пережили несколько таких периодов оживления, а потом спадов в зале в отношении возобновляемых. А занимаемся, потому что спасение утопающего – это дело самого. За последний год вот мои коллеги, которые помогали делать этот доклад, подсчитали, мы, по-моему, раз 17-18 выступали уже с критикой и оптового рынка, постановление по оптовому рынку, и вот по рознице, и в том числе с конструктивными предложениями, но, к сожалению, там не услышат, там не примут во внимание, там решение какого-то саммита где-то потеряется и так далее. Ну да, пойдем дальше. Сейчас освоимся. Так, влево-вправо. Что мы имеем на сегодня? Мы имеем два проекта, о которых Гринкевич уже говорил сегодня. Значит, одно из них касается общих положений по рознице. Суть вот этого первого постановления, к которому прилагается еще второе, оно не содержит каких-то указаний о целевых показателей по вводу возобновляемых источников. Оно не содержит требований по локализации, видимо, под влиянием той волны критики, которая за последний год раздалась в сторону этой проблемы. И не содержит никаких показаний об энергетической эффективности возобновляемых источников, которые мы собираемся внедрять. Что содержит? Обязывает сетевые компании приобретать электроэнергию. Это хорошо. По регулируемым ценам в счет покрытия сетевых потерь. Непонятно, почему только сетевых, потому что все эти постановления делались по программе «Энергоэффективность», где целью ставилось повышение энергоэффективности всей энергосистемы нашей. Определяет ускоренный срок возврата инвестированного капитала, не более 7 лет, почему не 6 или 9, так, наверное, посчитали. Через установленные цены покупки электроэнергии возобновляемой. И поскольку тезис остается о том, что мы дорогие и никак не конкурентоспособны тепловым генерациям и прочим, то, значит, ограничение роста тарифов обеспечивается предельными кап-затратами и эксплуатационными затратами. Это постановление готовилось рабочей группой Совета рынка по заданию и, видимо, по оплате Минэнерго. Следующее постановление это как раз дает предельные цены кап-затрат и эксплуатационных затрат, готовилась той же группой. Кстати, есть подозрение, что та же самая группа работала и над постановлением по оптовому рынку 2 года назад. Проект устанавливает, вот этот второй проект, устанавливает максимальные уровни капитальных и эксплуатационных затрат. И зачем это делается? Во избежание чрезмерного роста тарифов на электроэнергию.
Ну, Мурсик, давай. С задержкой памяти работает. На этом слайде предоставлены те самые предельные затраты, которые уготованы и которые, ну, они то появятся на сайте Минэнерго, то исчезнут, там что-то меняется. Вот это предельные капзатраты и предельные эксплуатационные затраты. Значит, общий вывод работы вот с этими цифрами говорит следующее, что при недооценке капзатрат на ветростанциях, я буду на примере ветростанции, они немножко поближе и попонятнее для нас, в том числе по причине неучета скачков валютного курса, значит, они недооценены на настоящий момент и остались то ли по счастливой случайности или несчастливой, такими же, какие были вот, в постановлении про оптовый рынок. А вот что касается эксплуатационных, то в первые 10 лет их переоценили написатели этого постановления, а в последнюю декаду работы ветростанций, значит, когда эти затраты примерно вдвое возрастают, они недооценены, что может приводить при оценке инвестиционных проектов к неправильному экономическому ресурсу относительно ветростанций. Значит, по нашим оценкам, в предложенной редакции оба проекта, которые мы сейчас посмотрели с вами, не возбудят, а наоборот ограничат перспективы эффективного использования ветростанций в регионах децентрализованного энергоснабжения, ну и тем самым затормозят развитие ветроэнергетики в России, как индустрии, так и использования ВЭС. Почему? Ну, причина первая. Как и в постановлении про оптовый рынок, ложный тезис в основе лежит об экономической неэффективности, в скобках, высокой себестоимости электроэнергии ветростанций, приводящей якобы к росту тарифов для конечного потребителя. Причина вторая. Ограничение капзатрат стимулирует к использованию дешевых и, следовательно, малоэффективных ветростанций с малой выработкой, с малой надежностью, ну и, не побоюсь этого слова, даже бывших в употреблении. И вот рисунок справа, значит, показывает или иллюстрирует вот этот тезис о вреде оценки ветростанций по капзатратам. Здесь по 3 станциям Фурландером, одна с диаметром ветроколеса 80 метров, другая 90, третья 100, это делается для того, чтобы выработки было больше. Проведена оценка, ну точнее расчет выработки их и соответственно себестоимости в районе Саратова. Ну где-нибудь там в Якутии на северах будет примерно то же самое, потому что ветер от 1 до 2, потом до 3 категории по международному стандарту. Так вот, увеличивая стоимость капзатрат за счет того, что дороже становится ветроустановка на 20%, вы получаете выигрыш в электроэнергии в 50%. А есть места, где больше. Соответственно, если вы потом поделите на количество электроэнергии, которое вырабатывает установка, вы получите уменьшение себестоимости процентов на 20. Ну, цифры так вот устроены будут. Ну, казалось бы, России нужны дешевые киловатт-часы и желательно побольше. Да? И раз и навсегда это могло бы прекратить разговор о том, что конкурентоспособны или нет. Но вот наличие вот этого параметра, по которому и конкурсный отбор совершается, и все остальное, по капзатратам, это вредная идея. Третье. В проектах или в проекте первом отсутствуют стимулы к увеличению коэффициента использования, КАИУМ, так называемого, что также предопределяет высокую себестоимость электроэнергии. Если постановление об оптовом рынке, он присутствовал, хотя бы там 25-27, нестыковка была там по 2 постановлениям, ну ладно, 27. Это при том, что уже достигли ветроустановки 35 и 39, значит, в Европе. Вот это тоже предопределяет, вернее, подтверждает тезис противников наших о том, что мы дорогие. И четвертое. В проекте, на наш взгляд, плохо, что отсутствует стимул к использованию ветроустановок отечественного производства. Ну,
и даже указаний нет про розничный рынок, и, соответственно, это затормозит развитие ветроиндустрии на территории России. Но я не буду объяснять, хотя есть примеры, вот, например, Крыма, откуда я только что вернулся, значит, каким образом использование для ветровыработки зарубежных станций может приводить, ну, вообще говоря, к малой эффективности с соответствующим выводом о том, что мы конкурентоспособны. Короче, вывод из наших методических всяких исследований и расчетов, он примерно такой. Для России нужен другой проект. Не тот, который вот-вот могут утвердить. А могут утвердить, потому что если деньги оплачены, результат получен, ну вот и чего теперь их. Значит, прообраз такой существует. Это прообраз, я его называю так, совокупным по идее своей, который вышел из недр Русгидро и уважаемого РАО энергетической системы Востока. Он содержит совершенно здравую идею, которая высказывалась в 2007 году, когда готовилось постановление, там вместо фиден-тарифа предлагалась действительно цена электроэнергии на оптовом рынке плюс топливная составляющая. Так вот, замечательная идея этого постановления и основополагающая является то, что в основе цены, за которую покупается с ветростанции и прочих электроэнергия, лежит цена замещенного топлива. Если это замещение дизельного топлива, то действительно получается там и 5, и 7 лет, и ну пусть 9 лет окупаемости, все нормально. Если это в зонах, где газовая генерация, ну там стоимости газа не хватит, если только ее добавить. И тут наше предложение есть, ну давайте добавим еще цену вот, оптового рынка, там рубль 40, там или эти 80 копеек, как в Иркутской области, плюс стоимость замещенного газа. Значит, что еще содержится, помимо вот этой совершенно здравой и правильной идеи, в предложении Росгидро и РАО «Востока»? Это срок действия 15 лет с момента квалификации, срок действия оплаты вот этой льготной оплаты. Требования по локализации тут тоже отсутствуют, насколько мне известно на сегодня. Схема квалификации возобновляемых источников упрощенная. И вот мой коллега, который после меня выступил, он, наверное, пояснит, значит, до чего там доупрощались. И ну, еще есть упоминание, что закупочная цена может быть больше, чем топливная составляющая, но это имеется в виду, когда вы на газовой генерации, сходите с газовой генерацией. Вот, на наш взгляд, механизм, основанный на оплате по топливной составляющей, однозначно и намного более эффективен для развития электроэнергетики в России, да и прочих ВМ, поскольку стимулирует производство максимальной энергии на возобновляемых с минимальной их себестоимостью. Но, на наш взгляд, эффективность даже предложения, вот, основанных на топливной составляющей, тоже может быть повышена. Как? Сейчас, я прошу прощения, я, может быть, переберу 5 минут, но уж, вот, на мой взгляд, надо было с этого начинать, потому что, ну, поскольку все хорошо, как-то по 100 киловатт делается, а пока мы тут сидим, в Китае 16 гигаватт установили ветряков, да, вот, мне кажется, дело тут как раз не в инициативе присутствующих и как бы не в наличии ресурсов, а скорее всего это огрехи законодательства, которые, да что ж ты будешь делать, жмут честно, честное слово. Так, получилось. Одну секунду. Значит, предложения наши по улучшению того, что предлагает Росгидро. В изолированных зонах с энергообеспечением от... Это не я. В изолированных зонах с энергообеспечением от дизельных электростанций оплата электроэнергии ветростанций с учетом перерасхода дизельного топлива на генераторах, дизель-генераторах, работающих в СВО в режимах не всегда номинальных, должна быть не равной стоимости, а на 10-15%, это вот опыт работы
над ветродеятельными системами показывает, что, наверное, надо просить на 10-15% больше, чтобы не обижать потом дизельщиков. Срок действия поддержки, равный 20-25 лет, это ресурс ветростанции, представляется более целесообразным, чем 15, поскольку стимулирует собственника к хорошей эксплуатации, добротной эксплуатации и максимальному выжиманию ресурса ветростанции, который к 25 годам уже подходит. Требования по локализации. Вот нам кажется, что недостаток постановления, которое альтернативно предлагается, Росгидро и РАО Востока, значит, отсутствие вот этого пункта по локализации не здорово. И, по крайней мере, не будет встречено положительно правительством, если бороться за это постановление. Оно должно присутствовать, но, на наш взгляд, в гибком виде. В каком? Вот здесь. Да что ты? Сейчас будет. Сейчас будет формула спасения. Коллеги, ну вот это не моя вина. Я что-то с компьютером неплохо обхожусь. Итак, пока он там думает, этот компьютер, да, значит, предлагается задавать коэффициент локализации в виде, ну вот на предыдущий поставь. Так, получилось. Правильно, хозяин должен командовать. Итак, предлагается формула номер 1 для определения локализации, где она двухпараметрическая, определяется двумя параметрами. Зависит она еще от года эксплуатации или покупки электроэнергии. И, значит, параметры, вот это первый и второй К-лог и К со звездой лог, могут быть и должны, на наш взгляд, быть определены с обсуждением широкой технической общественности, исходя из соображений следующих. Согласно опыту передовых стран ветроэнергетики, значит, 3-4 года уходит на обучение состава, на трансфер технологий и прочее. И предлагается для России тоже сделать льготными первые там 2-3-4 года для того, чтобы, во-первых, привлечь наиболее эффективные установки, а во-вторых, научиться на них работать и эксплуатировать их. Для этого в первые 2-4 года вот этот первый коэффициент предлагается сделать слабеньким, 20-25%. Это и считать так, как вот в механизме по оптовому рынку. Это достижимо прямо с сегодняшнего дня, а затем увеличивать за счет второго коэффициента, который там 7-8% должен составлять, с каждым годом. И тогда к 2020 году это может нарасти до 60-70%. Но нарастание будет мягким. Значит, а как потом выгнать тех китайцев и индийцев и европейцев, которые уже обоснуются здесь и будут ставить направо-налево? И вот тут не избежать штрафа. Мы тоже предлагаем это дело. Формула 2. Значит, в первые годы не штрафуется и топливная составляющая или цена покупки электроэнергии умножается на единицу. Потом с каждым годом эта единица падает в соответствии с этой формулой, и табличка вам дана для того, чтобы вы поняли, о чем речь. К 2020 году вот этот коэффициент уходит примерно на 0,6, на него домножая топливную составляющую, вот на картинке показано, как ИРАР меняется. Вот если по такой формуле пойти с теми цифрами, примерно, которые мы с вами здесь можем определить, одному 7, другому 5, кажется, возьмем посередине. Так вот эти ИРАРы, они заставят производителя зарубежного локализовать самого здесь свою продукцию по аналогии с автопромом, на наш взгляд. Ну, естественно, это подразумевает, что к 2020 году у нас должна собственная индустрия, ветроиндустрия появиться. Вот если не создать, а это уже тема, наверное, другой конференции, если ей условия не создать, то тогда наказывать потребителя, который покупает китайские машины там, или вестасовские машины, ну, наверное, не за что будет. Да? Но это дело уже следующее. Осталось 2 слайда, сейчас, коллеги, я заканчиваю. Значит, по мелочам покритикую. Ну, во-первых,
то, что нет учета климатических и сейсмических коэффициентов, ни в оптовом постановлении, ни в розничном постановлении в проекте это не есть хорошо, потому что уже хорошо сказано было, РАО Востока, на мерзлоте ставить или на мерзлоте, это разные, две большие разницы, да, как говорится в известном городе. Ну, что тут еще? Пожалуй, больше не буду. И вот самое основное, хотел бы на чем обратить ваше внимание, и самое основное, как заставить стимулировать максимальную выработку при выборе оборудования и при покупке оборудования для того, чтобы себестоимость электроэнергии была как можно меньше. Чтобы вот раз и навсегда победить этот тезис, что мы там не можем спорить с тепловиками и другими. Значит, предлагается, ну, во-первых, мы долго критикуя, значит, конкурсный отбор на оптовом рынке. Тем не менее, мы за то, чтобы конкурсный отбор существовал, потому что в противном случае это вообще, ну, так, коррупционная полностью вещь, да? А вот какой критерий вести на конкурс, вот сейчас я скажу вещи, может быть, смелые, но я их раз 15 говорил уже представителям оптового рынка, вот, и вроде как где-то уже прорастать начало. Мне кажется, это прошло бы и на рознице. Давайте определять на конкурсе не по капзатратам, а по капзатратам, деленным на коэффициент использования, который определяется в проектных исследованиях. По зарубежным методикам он должен определяться очень точно. Определили, поделили на этот коэффициент, и чем он больше, тем у вас параметр этот меньше. Давайте выбирать на конкурсе по минимальному параметру. Тут найдутся люди, которые насчитают и намеряют, и насчитают свой КАИУМ в проектных исследованиях 30, а запишут 35. И тогда выиграют конкурс. Вот чтобы этого не происходило, предлагается, и поскольку ежегодно отсчитывается электроэнергия выработанная, цену за эту электроэнергию умножать на обратный коэффициент. Реальный КАИУМ, который получился, деленный на тот, который вы заявляли, когда подписывали соглашение. И тогда вы сами себя обманули, и вы не получили за энергию ежегодно. Но есть другая крайность, когда вы можете уменьшить свой коэффициент. И тогда, значит, получать каждый год больше. А нет, потому что вы тогда проиграете конкурс. Таким подходом, нам кажется, это вот некое спасение для того, чтобы вот, стимулировать к использованию ветротехники с максимальным КАИУМом. Ну и последнее, значит, предложение в проект решения конференции. Первое. Я хоть и сбивчиво говорил, но тем не менее готов это представить на бумаге, там пишу я лучше. Первое. Сформулировать замечание к проекту Совета рынка. Но он теперь выступается как проект Минэнерго, ну, еще не до конца. Замечание к нему с соответствующим выводом об их регуляторном эффекте на развитие ветроиндустрии в России, да и прочих ВИЭ. И довести их до Минэнерго, Комитета по энергетике Думы и аппарата правительства Российской Федерации. С выводом о том, что это не годится, коллеги. Второе. Максимально сжатые сроки. Я так оцениваю эти сроки, ну, максимум в период отпусков до сентября, когда еще не будет решена полностью горестная судьба возобновляемых источников Крыма, которых 100 мегаватт ветростанций пришло в Россию сейчас, да, и 400 солнечных. И они остановлены, потому что под законодательство наше они никак не проходят. И они никогда включены не будут, если вот не поправить то, что мы предлагаем на опте, и даже здесь. А ведь Крым претендует на изолированную систему, да? Ну, так сказать, один из вариантов рассмотрения. Так вот, максимально сжатые сроки. Проработать проект постановления по розничным рынкам и изолированным зонам, основанный на схеме расчета закупочной цены, то, что вот предлагает Росгидро и РАО Востока. По топливной составляющей довести это до формата правительства, до формата, который понимает правительство, разместить на сайтах и Росгидро, и РАО Востока. И направить его, опять же, в Минэнерго, в Думу и в правительство. А далее вести активную политику по его популяризации и принятию, общественному принятию. Вот я бы предложил это сделать, и вот слово, может быть, активную политику заменить на агрессивную политику.
Спасибо за внимание, простите, что затянул. Спасибо, Владимир Геннадьевич, за предложения, которые сделали. Я думаю, что необходимо добавить те рекомендации, которые вы здесь озвучили, еще и регионы, поскольку здесь представлены все дальневосточники. И я думаю, что все коллеги, которые участвуют у нас в конференции, как раз находятся, все находятся по одну сторону баррикад, если говорить так условно, да. Ну и, конечно, все мы заинтересованы, чтобы решения, которые вырабатываются на уровне федерального правительства, они действительно стимулировали, а не сдерживали развитие этой отрасли, этого направления. Ну и тогда, разрешите маленькая лаверды, да, к этому тосту. Значит, передо мной коллега выступал и говорил, вот раньше мы там в Москве все собирались, да, и вот там как-то вот не все получается. Коллеги, вот что я скажу. Вот чем ближе к Москве, тем вот цикнут и замолчат все. И в том числе высокопоставленные люди, которые вот и радеют даже за это дело. До вас вот это цикание доходить будет долго. И вот я почитал то, что у вас там на выставке, про то, как первая электростанция была пущена, да? Вот, наверное, она была пущена одной из первых в России, потому что вы далеко, и потому что у вас больше самостоятельности. Поэтому вот объединение регионов, это единственное, ну, или, по крайней мере, основное, на что можно сейчас надеяться, если регионы объединятся в защиту идеи возобновляемых. Спасибо. Спасибо.